Приветствую, тельцы! Гороскоп на август месяц 2020 года для вас. Все как и в прежнем формате. Сначала мы посмотрим энергетику месяца понедельно, потом будем разбирать конкретные позиции. Отношения, работа, финансы, эмоциональная сфера и совет от карт. Пока я перетасовываю карты, хочу поблагодарить всех за просмотры, за лайки. Вы можете, не тратя времени, если вы еще не подписаны, подписаться на канал, чем очень сильно мне поможете. Есть еще одна просьба. Если я не затрагиваю эти темы, не говорю какие-то позиции, которые вас волнуют, пожалуйста, оставьте в комментариях, что бы вы хотели посмотреть в следующем месяце. Я обязательно просмотрю все предложения и учту все позиции. Итак, тельцы, август 2020. Первая неделя и ее энергетика. У вас открывается какой-то шанс начать что-то новое. С чем это связано, мы будем смотреть дальше. Но какая-то может быть идея, какой-то может быть подарок для того, чтобы вы открыли путь в свое новое будущее. С чем это будет связано, мы будем смотреть дальше. Вторая неделя. Да, это будет связано. С чем у нас это будет связано? У нас будет это связано все-таки с какими-то идеями. Возможно, знаете, какое-то стабильное состояние на будущее, где вам открываются двери по первой неделе, вы со своей стороны все-таки воспользуетесь этим шансом и заложите какое-то зерно на свое будущее. Вот, здесь советуют вам немножечко привлечь внимание других людей, и у вас будет выбор. Будет ли это выбор, либо это все-таки касается отношений, мы посмотрим дальше. Потому что шанс есть и у того, и другого. Смотрим неделю третью. Что у нас здесь? В основном это все-таки будет связано с каким-то вашим рабочим потенциалом. В работе, в каком-то деле, может быть в бизнесе, может быть в финансовом вопросе. Но это будет касаться вас. То есть целиком и полностью вы сами будете искать как себя, как возможности, так и в самом себе находить все те самые необходимые силы, они у вас будут для того, чтобы реализоваться. Но вообще месяц пока очень красивый. Я вот прям другого слова сказать не могу. Смотрим, что в четвертом. Здесь у вас появляется... Здесь у вас появляется огромный шанс, просто огромнейший для того, чтобы полностью пересмотреть свою жизнь, пересмотреть себя самого, выйти из рамок, которые были раньше, потому что там впереди вас ждет что-то очень новое и хорошее. Вы немного себя давите, вы немного понимаете, у вас есть выход и перспективы на будущее, но вы немножечко как будто останавливаетесь и думаете, стоит, не стоит, цепляйтесь за прошлое, цепляйтесь, возможно, за прошлые отношения, за прошлую работу, за прошлые перспективы, которые уже не перспективы, если это прошлое. Поэтому двери открыты. Вам придется сделать шаг вперед. Итак, это я сейчас соберу и будем смотреть уже по сферам. Напоминаю, первая сфера у нас будет касаться работы, трудовой деятельности, скажем так, бизнеса своего, неважно. В общем, то, чем вы заняты, вашим делом. Итак, работа. Первая карта для тех людей, которые находятся в поиске работы. Вторая карта для тех, кто находится на постоянной работе, имеет работу и, в общем-то, не нуждается в ее смене. Ну и неожиданности. Вот смотрите, в общем, такое дело у нас здесь, да? Значит, тех, кто находится в поисках работы, вы можете обрести очень хорошую работу, своевременную работу, которую вы, может быть, и не надеялись обрести, но эта работа
будет как раз той самой, которая вам нужна. Неважно там. Это будет как подарок. Вот знаете, вы не ожидали. Вы, в общем-то, может быть, кто-то из вас и не надеялся, что в августе месяце вы сможете вот взять и найти именно ту работу, которую искали давно. То есть, может быть, вам ранее попадались какие-то варианты, которые вас совсем не устраивались. То есть, а это не та работа, за которую вы зацепитесь, да, и вот просто чтобы был доход, чтобы получить какие-то деньги. Нет. Работа будет очень-очень перспективная и та, которая будет вам нравиться. И если мы будем смотреть вот на этот перст, да, работа дана свыше. То есть это как подарок, повторюсь. Для тех людей, которые находятся на постоянной работе. Вот здесь у вас может быть подарком как раз отпуск, либо заграничное путешествие. Но как заграничное? У кого-то оно будет заграничным. Кто-то, может быть, сможет и будет иметь возможность уехать за границу. В это сложно поверить. Но не все у нас границы закрыты, наверное. Хотя я в это не верю. В общем, отпуск это будет 100%, то есть как подарок. Неожиданный, возможно, отпуск, либо связанный с тем, что не было достаточно средств или не хотели тратить. И вот тут появляется возможность в виде того, чтобы отдохнуть. Вот, это та самая неожиданность. В общем, карты хорошие. Смотрим, что же у нас будет с финансами. Те финансы, которые вы владеете, материальные блага, которые у вас есть, это первая карта. Вторая карта – это финансы извне, то есть то, на что вы не надеялись. И неожиданности, связанные с финансами. Я могу так сказать. Вы, что касается ваших финансов, тут такое дело. Либо вы неправильно даете себе отчет в том, что у вас есть. Может быть, вы строите планы больше, которые стоят гораздо больше, чем вы можете себе позволить. Может быть, наоборот, в плане денег вы пытаетесь сэкономить что-то, утаить, спрятать от остальных людей, да. Вот, но не та самая неожиданность, которая может касаться в данный момент ваших финансов. Это деньги, пришедшие, допустим, от работы, то есть дополнительный доход. Попытка увидеть шанс и вариант, где вы можете взять этот самый дополнительный доход. И это будет зависеть как раз от вашего профессионализма, от того, что вы можете сделать сами. Деньги извне как таковые, я боюсь, что на данный момент или в августе вы просто не будете их видеть. А шанс есть их получить. Либо вы их можете пропустить, но так как карта все-таки младшего аркана – это не очень большие деньги, либо не так важно будет для вас, либо вы просто не видите. Вы их, может быть, они у вас под ногами валяются, а вы их не видите. Поэтому посмотрите вокруг, посмотрите, это касается с вашей профессиональной деятельностью, с вашей работой, возможно, или с вашими навыками, которые просто, в котором вы превосходны. Это те самые неожиданности. Поэтому разглядите их и, возможно, получить деньги извне. Смотрим дальше, значит, отношения. Отношения для тех, кто находится в поиске тех самых отношений. Для тех, кто находится в отношениях постоянных. То есть у кого есть партнер. И неожиданности, связанные с отношениями. В неожиданности связанные отношения ложится прям неожиданность, колесо фортуны. То есть то, что не зависит особенно от вас. То есть для тех, кто находится в поисках отношений, начнем с этого. Есть возможность познакомиться с девушкой, с молодым человеком. Молодым людям также есть возможность познакомиться с девушкой. И тут зависит от вашей щедрости. Это я сначала говорю мальчикам. От вашей щедрости, от того, как вы умеете ухаживать, от вашей прагматичности, от прямоты, которую вы будете проявлять в отношении девушки. Там не юлить, не прочее. То есть такой очень прагматичный рыцарь. Что же касается девушек, то вы такого вот человека можете встретить. Человек, который не будет вам, может быть, пудрить мозги, ухаживать, может быть, и сдержанно, но с подарками,
с человеком, ну, может быть, и не до конца щедрым, но настолько, насколько у него есть такая возможность, потому что рыцарь – это все-таки не король. Вот, но шансы знакомства превосходные. И это будет, скажем так, знакомством по судьбе, если оно состоится. То есть именно колесо судьбы, именно колесо фортуны вас познакомит. И вот также это может быть как раз в каком-то общем круге знакомых. Не где-нибудь на улице, понимаете, а там, где в привычном вам круге знакомств. Возможно, это даже может быть и на работе. Возможно, это будет в какой-то вашей компании, в которой вы были, и вдруг появляется новый человек. Обратить внимание на человека из прошлого вряд ли. Ну, то есть, что вы посмотрите на человека, которого вы знали раньше как-то по-другому, это вряд ли. Хотя, ну, не исключено, сами понимаете, в этой жизни ничего не исключено. Для тех, кто находится в постоянных отношениях. Вот тут, знаете, придется как-то все прояснять. Прояснять очень серьезно. Кто-то в отношениях может до такой степени допроясняться, что поставить точку, разрубить какие-то лабиринты, разрубить какие-то непонимания, то есть и прийти, наоборот, к соглашению. Кто-то не захочет этого делать и просто может поставить точку. Советуют карты так. Если есть какие-то недопонимания, если есть какие-то недомолвки, то стоит все прояснять. Вот просто стоит это прояснять, и вас сама судьба заставит это сделать. Единственное, что карта не советует, то есть может быть такой риск, что придется выяснять отношения где-то в каком-то кругу, где-то на людях. Вот этого делать не нужно. Все-таки нужно сделать это где-нибудь наедине. Теперь мы смотрим полностью эмоциональное состояние ваше в августе месяце, тельцы. И совет для вас от колоды Таро 78 дверей. Смотрите, та карта, которая ложилась понедельно, да, вас это будет, это вот совет от карт. Все-таки сделать какой-то свой выбор. Это не говорится о том, что вы, да, если у вас есть два возлюбленных, вам придется делать выбор. Если вы боретесь с чем-то, давите в себе что-то, что вам не нравится, вам придется делать этот выбор. Сама судьба вам говорит, она советует вам это сделать. Может быть, и не придется, но она вам делать советует. Ваше эмоциональное состояние, в общем-то, будет ровное и очень приятное, потому что такое у кого-то будет, знаете, прям такой всплеск эмоций именно со своим партнером. Притом неважно, партнером по работе, либо партнером в личных отношениях, хотя двойка кубков больше говорит о личном, и плюс тут же ложится карта влюбленных в данном случае. Но проясните. Вот все в своей жизни проясните, сделайте правильный выбор. Вот просто попытайтесь все обозреть, все увидеть, отказаться от того, что отжило, и то, что вам не нужно, не строить никаких иллюзий относительно ваших финансов, а видеть все в реальном свете и делать свой выбор в пользу своего будущего. Притом, я смотрю по картам, очень неплохого. Итак, это были тельцы. Спасибо вам за просмотр, лайки, комментарии, подписки. Всего хорошего. До встречи.